Сайгылы достар, айтқанымыз кыбы бізім студиямызда кенеде мұсафыр болынмақта ве шымды бізні эпімізні пек мерақлы бір субет беклемекте. Evet, aslında Urumlar Milli Medeni Muhtariyeti'nin reisi bizim stüdyamızda Kırım Cumhuriyeti Devlet Şurası'nın mebusu Ivan Шонус. Селям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Рады приветствовать вас в нашей студии. Хош кельденес. Спасибо Как большое. настроение? Как началось Хорошее утро? настроение, да. Теплая погода, солнечная. Очень все хорошо. Как обычно начинается ваше утро? Как у всех, кто работает, занимается чем-то. Конечно же, встал, поел, умылся и пошел на работу. Да, сегодня вы так же рано, как и мы, проснулись. А сегодня, мы знаем, проводятся Дни греческой культуры на Грушевом озере. Действительно, так как новая коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, и в год 75-летия победы Великой Отечественной войны все мероприятия сдвинулись из-за того, что все было закрыто на карантин. И греки Крыма сегодня проводят именно День греческой культуры. Насыщенная программа, которая состоит из многих этапов и прикосновения к духовности, и патриотическая тема, и, конечно же, концерт, и угощение. Хотелось бы все-таки поближе познакомиться с программой, из скольких этапов и из каких этапов будет состоять сегодняшний день и сегодняшнее мероприятие. Ну, знаете, вот прежде чем рассказать о этих мероприятиях, хотелось бы вспомнить нашего академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил, то, что культура – это целостное явление, которое превращает людей из просто населения в нацию, народы. И, конечно же, в Крыму работают десятки, а то и сотни национально-культурных объединений, которые сохраняют свое культурное наследие, свою самобытность. Соответственно, проводя праздники, мероприятия и обогащая друг друга. И сегодня, когда мы будем проводить свое мероприятие, наша программа состоит из этапов того, что греки дисперсно проживают на полуострове. Соответственно, их всех надо собрать в одном месте. И благодаря государственным программам, благодаря Дому дружбы народов и Комитету по межнациональным отношениям, конечно же, выделены средства для того, чтобы были обеспечены транспортом. И со всего Крыма греки будут съезжаться. Сначала мы посещаем в Бахчисарайском районе деревню Лаки. Это трагическая деревня, мы знаем. На сегодняшний день там существует храм апостола евангелиста Луки. И там есть памятник погибшим как односельчанам деревни Лаки, так и партизанам, которые воевали в Великую Отечественную войну. Соответственно, почти в память у памятника будет проведен в храме молебен о невинно убиенных и погибших за свою родину солдат. Затем мы все переезжаем, так как действуют еще карантинные меры, переезжаем на открытую местность. Возле озера будет проведено мероприятие с обеспечением всех мер безопасности, что касается вируса и вирусной инфекции. И будет проведен концерт силами нашей национально-культурной автономии греков Таврида и Дома дружбы народов. И, соответственно, гости и все, кто приедут, наши общественники, увидят это мероприятие, и затем мы накрываем столы, угощаем всех вкусной едой. Будет греческая кухня. Ну, она разная. Мы ж Крым многоликий, многообразный, соответственно, кухня разная. Кто может принять участие в мероприятиях? В мероприятиях принимают участие, заранее, конечно же, формируется сценарий, соответственно. И опять же, возвращаясь к нашим реалиям, что где-то кто-то заболел, кто-то закрыт на карантин. Соответственно, те люди, которые изначально подавали надежды, что они и желание, что они будут участвовать в концертной программе и вообще в мероприятиях, на сегодняшний день заменены другими тоже желающими, которые будут выступать. Ну, имеем, что имеем, соответственно, самое главное, как говорит глава республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, это здоровье наших крымчан. Поэтому, обеспечивая меры безопасности, будем проводить хорошее мероприятие. То есть основная цель мероприятия – это показать все богатство греческой культуры. Ну, почти так. Хотелось бы сказать, что мы, крымчане, конечно же, давно уже поняли такую истину, что будущее нашего края, как и будущее России и судьбы наших людей, много зависит от того, сумеем мы сохранить и приумножить то культурное наследие, богатейшее наследие нашего края. Соответственно, как мы знаем, Крым – это зеркальное отражение большой многонациональной России, и культура многообразная. И
сохраняя уникальную свою этническую самобытность, конечно же, наша работа, она продуктивная, она приносит плоды, она приносит яркие победы, а это выявляется тем, что вот мы проводим мероприятия, и они всем нравятся, и мы делимся и познаем друг друга еще лучше. Соответственно, на наши мероприятия мы приглашаем другие национальности, другие народы, которые проживают в нашем общем доме в Крыму. Они видят то, что мы умеем, то, что у нас есть какие ценности, а мы ходим к ним в гости тоже на их мероприятия и делимся их культурными, традиционными моментами. То есть можем сказать, что еще одной целью является сохранение и продвижение вот того самого мира между народами, которые проживают на территории республики. Безусловно, я с вами полностью согласен, что сохраняя свои истоки, сохраняя свою культурную самобытность, мы, конечно же, познаем лучше друг друга. И это является залогом межнационального мира и согласия, конечно, развития и процветания нашей республики. А еще это является основой соединения поколений и эпох, наверное, вот так вот можно сказать. И погода сегодня будет способствовать хорошему настроению и хорошему проведению мероприятий, так как вы уже сказали, в целях безопасности, да, мероприятие будет проводиться на свежем воздухе. А какие еще мероприятия вот на ближайшее время планируется провести вот со стороны греческой автономии? У нас план мероприятий, конечно же, осенью мы формируем на последующий год. Да? И также было и в 2019 году. Мы спланировали ряд мероприятий, как региональных, так и локальных, именно по муниципалитетам. Но, как я сказал, коррективы внесены жизнью. Соответственно, мы тоже планируем дальше мероприятия до конца года. У нас 28 ноября – это День Охи, когда это национальный греческий праздник, когда греки сказали первые «нет» фашизму и дали серьезный отпор фашистским итальянцам и Гитлеру, соответственно. Мы это мероприятие как бы отмечаем. Это тоже такое патриотическая направленность мероприятия, очень хорошо и воспринимается и детьми, и взрослыми. Но мы же понимаем, что ситуация может всегда поменяться, поэтому мы в планах это имеем, мы, соответственно, готовимся. Ну, как, скажем, Бог даст, так и будем проводить или будем ожидать следующего момента. Да, и вот, как мы уже сказали, да, в связи с новой коронавирусной инфекцией многие мероприятия и многие заведения вынуждены были поменять свой формат работы. Проводятся ли какие-либо мероприятия в онлайн-режиме? Соответственно, конечно, мы входим в состав Федеральной национальной культурной автономии, как региональное общественное объединение. И у нас проводятся семинары, у нас проводилось вот недавно совещание очень такое серьезное, тоже по плану работы, по сохранению здоровья наших людей. Ну и масса мероприятий, которые можно проводить в онлайн-режиме. Это обучение языка. Мы знаем, что в Крыму изучается новогреческий язык как второй иностранный. Соответственно, есть моменты, когда дети, когда сидели в карантине, не имели возможности прийти в школу и учиться, мы проводили это в онлайн-режиме. И другие моменты тоже присутствуют. Но лучше, конечно, присутствовать на занятиях и получать, и впитывать те знания, которые преподаватель непосредственно дает в классе. Да, и, конечно, и касательно мероприятий также. Все-таки лучше пойти, посмотреть все своими глазами, да, вдохновиться этой культурой и этим богатством. Безусловно, да. Спасибо, что посетили нас сегодня. Мы вам желаем успехов в сегодняшнем мероприятии. Да, сегодня вас ждет ваших интересный, начинаниях. насыщенный день. Спасибо, что, несмотря на то, что у вас сегодня такой насыщенный график, все-таки уделили нам время. Что вы пожелаете нашим телезрителям? Я пожелаю, чтобы все сохраняли свое здоровье таким же крепким, как оно сегодня есть. Мира, добра, благополучия и, конечно же, всего того, что каждый человек себе желает и наметил те цели, чтобы они у него исполнились. Спасибо большое. Çok sağ olunuz. Хорошего дня. Взаимно спасибо. İşte saygılı dostlar, biz devam etemiz ve şimdi navbatdagi qismimizni bakmağa sizga taklif etamiz.